Я выбираю подходящий возраст для обучения детей намазу. Даже 7 или 8 лет – это хорошо. Вы не должны быть строгими в этом отношении. Некоторые из моих детей соблюдают молитву, а некоторые ленятся. И вот мы молимся вместе, но кто-то из моих детей все еще играет со своим конструктором Лего. Даже несмотря на то, что он видит, что я уже молюсь. Я не говорю ему: «Эй, подойди сюда, ты не помолился? Где ты был?» Я поступал так, пока моя жена не сказала мне: «Зачем ты это сделал? Почему ты накричал на них?» Теперь я этого не делаю. Я подхожу к ним, играю с конструктором и говорю: «Привет, не мог бы ты помолиться со мной в следующий раз? Мне было так грустно от того, что тебя не было рядом». «Хорошо, папа. Я могу помолиться с тобой в следующий раз». И в следующий раз он появляется со словами: «Папа, теперь я рядом». И моя реакция: «Ура, давай помолимся вместе». Все нужно делать с любовью. Нам нужно быть терпеливыми с детьми. Нет такой обязанности кричать на детей со словами: «Эй, время намаза! Где вы, ребята?» А они при этом прячутся под диваном при одном упоминании о молитве. Они ведь в этом случае даже не понимают, с каким намерением им нужно помолиться. У них в голове может быть: «Я молюсь 2 раката ради папы». Вам не следует поступать таким образом. Попробуйте проявить любовь, поощрение и последовательность. И если когда-то они не молятся, если они ленятся или просто не в настроении, это нормально. Со временем, иншаллаху та'аля, вы привьете им любовь к молитве. Это то, что приближает нас к нашему Господу. Это акт любви, а не страха. Я прошу Всевышнего Аллаха сделать нас терпеливыми по отношению к нашим детям и не ожидать от них совершенства, потому что мы сами не были совершенными.